Перестаньте быть Хатидже, станьте Катей. Перестаньте быть Сервером, станьте Сергеем. Это позиция слабых – закрыться в своем малом мирке и не пытаться выжить в большом культурном разнообразии. Нас хотят рассматривать как музейный экспонат, но с нами не будут считаться. Мы потихоньку превращаемся в милых аборигенов с забавными традициями, привлекательной внешностью и вкусной кухней. В такой среде не рождаются харизматичные лидеры, а они нам нужны. А чем это может обернуться для нас, вы не задумывались? Если мы не ответим на этот вопрос, на него ответят за нас и навяжут нам этот образ. Селям алейкум. Количество наших выпусков уже давно перевалило за юбилейные 500 штук, а мы в потоке событий и работы так и не отметили их по-особенному. А что для нас особенное? Конечно, вы, наши дорогие зрители. Не только же вам оставлять реакции на нашу работу, получите и нашу обратную связь. И делаем мы это не для того, чтобы поерничать или пошутить над вами. Это всего лишь небольшой анализ ваших предпочтений, из которых формируется наш контент. Но, правда, скажем честно, мы не всегда идем на поводу ваших реакций и предпочтений, потому что ваши предпочтения, откровенно говоря, иногда ставят нас в тупик. Помните этот рилс с нашей прекрасной Севилей Картакаевой про секс? Мы же не привыкли говорить откровенно. У нас воспитание не позволяет говорить открыто. У нас почему-то вот тема секса – это табу. Мы когда слышим, вот так закрываемся, нам нельзя Это об этом не с нами, говорить. да? Это... У нас нет у крымских У нас такого нет. татар. Дети есть? А секса А нет. секса нет у нас. Почкование, деление. Да. Количество просмотров этого рилса было рекордным, а спектр ваших реакций на него таким разнообразным, что невольно в голове возникла фраза «Мы осуждаем, но нам любопытно». Вот это наше вечное петляние между должным и сущим, между реальностью и социальной фантазией о том, какие мы есть и какими мы должны быть, лишает нас возможности быть собой и трезво оценивать себя, в конце концов определить стартовую точку роста. Как мне кажется, это пространство надежд или абстрактный портрет идеальных крымских татар, который не всегда совпадает с реальностью, родом из комплекса непогрешимости и первородной чистоты. Но кто я такая, чтобы рассуждать на эти темы? В таких случаях я предпочитаю обращаться к профессионалам. Мавиля Ханум, что это за потребность рисовать идеальный образ себя и отказывать себе в возможности проживать свою реальную жизнь? Это в первую очередь наш травматический опыт. К сожалению, травма лишает нас возможности проживать свои собственные чувства, мысли, желания, выражать себя. Острое ощущение небезопасности, незащищенности, изоляции, беспомощности делают этот мир враждебным. От враждебного мира нужно отгородиться. И можно это сделать, создав свой мир, воображаемый, в котором живет образ идеального «я». К сожалению, в таком состоянии мы постоянно фальсифицируем реальность и себя в ней. На самом деле последствия депортации — это ведь не только история про один день 18 мая и даже не про первые 2 года, когда умерло большинство людей от голода и болезней. Это почти 50 лет забвения. Нам говорили: забудьте слово «Крым» и «крымские татары», поменяйте фамилию, чтобы получить диплом, работу и так далее. Перестаньте быть Хатидже, станьте Катей. Перестаньте быть Сервером, станьте Сергеем. Одно из самых сложных последствий для нас в нашем травматическом опыте — это невозможность быть собой. Необходимость все время подстраиваться, угождать, быть принятым, хорошим, замеченным и так далее. Метрополия пыталась создать для нас такие условия, при которых быть крымским татарином нежелательно, опасно. И надо было отказаться от своей идентичности. Я в этом случае вспоминаю всегда историю
одну очень показательную для меня. Девочки высланы на Урал в 4 классе, когда их не перевели в следующий класс. Одна из причин была, она не говорила по-русски. И учительница, когда пыталась заставить ее перейти с крымско-татарского языка на русский, девочка отказывалась, и она ее ударила. Этот травматический опыт очень сильно на ней отразился, потому что, как вы думаете, какую профессию она выбрала? Многие говорят, что крымско-татарскую филологию, но нет, она выбрала русскую филологию, потому что таким образом мир становился безопасным. В нем ее не бьют за язык, на котором она говорит. У нас в запаснике с Мавелиханом есть еще одна тема, до обстоятельного разговора о которой мы все никак не дойдем. Но проанонсировать хочется. У людей всегда было много запретов. Не спрашивать о возрасте, не говорить о зарплате, о сексе, не смотреть в глаза. Раньше подобные запреты называли табу, и чаще они определялись религиозными догмами и нормами. Такое бывает, когда мы испытываем неловкость от несовпадения культурных, социальных взглядов, сталкиваясь с представителями отличной культуры. В таких случаях мы, как правило, закрываемся, и любое соприкосновение с внешним миром нам кажется пробиванием надежных стен национальной крепости. И поэтому мы стремимся выстроить такой себе ров безопасности из этих самых социальных табу, чтобы сохранить свои культурные, социальные, религиозные и прочие границы. Но гарантирует ли такая стратегия удобную безопасность? Мне кажется, что нет. Это позиция слабых – закрыться в своем малом мирке и не пытаться выжить в большом культурном разнообразии. В конкуренции идей и предложений глобального мира можно выжить лишь адаптируясь, меняясь при этом с точным пониманием символических границ своих правил, а точнее норм этики и морали. Но пока что я вижу лишь две тенденции. Мы либо растворяемся в окружающей нас среде, принимая чужие правила, игры и нормы, либо уходим в добровольное гетто. Как бы вам ни было обидно, но это так и есть. Потому что все остальное требует усилий. А усилия у нас прикладывают не все. Многие предпочитают только ставить оценки. Мавелиханым, мы так ослабли, что уже не можем ничего предложить миру? Я думаю, это не вопрос слабости. Я думаю, это опять же вопрос безопасности. Мы так долго были под запретом, что у нас не развивалась своя научная мысль, у нас нет своей философской школы. Мы, по сути, стали экзотическими зверушками. Красивыми, интересными, уникальными, но не субъектными. Нас хотят рассматривать как музейный экспонат, но с нами не будут считаться. Я думаю, что нам есть что предложить миру, но пока мы не понимаем, кто будет предлагать и в какой форме, мы до сих пор мыслим очень локальными масштабами, рамками своей семьи, может быть, институции, в которой мы работаем, там, школа, университет и так далее. Но мы не готовы позволить себе выйти за эти рамки, потому что за ними небезопасный враждебный мир. Плюс, конечно, накладывается отсутствие субъектности из-за нашего колониального прошлого, из-за депортации. И если мы, по сути, эту субъектность не обретем, последствия будут печальны, потому что в такой среде не рождаются харизматичные лидеры, а они нам нужны. Да, мы не очень успешны в конкуренции с миром, но прекрасны в конкуренции со своим прошлым. И даже такая тема, как личная жизнь, у нас должна быть определена национальными целями и задачами. А что, уже нельзя просто прожить свою собственную жизнь, исходя из собственных желаний? Вот такой вот коммент и его автор настаивают, что нет. Все должно происходить по правилам и нормам Кодекса Куманикуса. Да, тема разводов вас тоже не оставила равнодушной, масса просмотров и откликов, и я прям вижу этот виртуальный бой мужского и женского, разворачивающийся на полях Ютуба. Мы до сих пор не ответили себе на вопрос, что для нас счастье, и имеет ли оно право на существование вне коллективных практик. Мне и вправду непонятно, почему я должна согласовывать формат собственного счастья с чьими-то воззрениями на его содержание. Но, боги, кто же я? Я ведь всего лишь Бош Лафустасы. Истинные мудрецы скрываются под яркими никнеймами с анонимными гениальными комментами. Вот, например, такими.
В этом скрине еще говорится про необходимость мужского движения для мальчиков. Заметили? Да, было у нас уже такое, но что-то пошло не так. Но есть еще среди наших людей и романтики, живущие надеждой, и это приятно радует, когда среди будничных и тревожных разговоров кто-то вспоминает и про любовь. Люблю такие комментарии. Нет, не подумайте, что я издеваюсь или хочу кого-то высмеять. Меня всегда забавляет желание отдельных из нас отрицать реальность в любом ее проявлении. А реальность такова, что мы меняемся, и скорость этих изменений некоторых пугает. И эти трансформации касаются не только глобальных вопросов геополитики, но и таких земных и близких нам, как семья и брак. Мавиля Ханым, семья для нас базовый институт, переживший многие потрясения. И, казалось бы, эти принципы совместной жизни должны быть выгравированы в нашем сознании. А неудач могло бы быть все меньше и меньше. В чем проблема? Может, как раз в том, что мы от семьи хотим больше, чем просто человеческого счастья? А может, мы хотим упростить понятие счастья, потому что нам кажется, что в счастливой семье люди не ссорятся, не конфликтуют, не устают друг от друга, не ищут компромиссы. Но на самом деле это же иллюзия счастливой семьи. В счастливой семье все это есть, но люди выбирают по-прежнему друг друга и быть вместе. Еще один важный момент, говоря о нашем опыте институции семьи, тут вопрос же не только в том, что наши родители не разводились, но, например, искали ли они выхода из ситуации, которые складывались в семье, преодолевали ли они кризисы и каким образом, либо это было просто терпение, либо это были попытки диалога и так далее. Здесь я снова вернусь к тому тезису, о котором говорю тоже уже давно, наверное, и стараюсь акцентировать на этом. Мы символьная нация. У нас многие вещи не принято проговаривать. У нас был язык символов, который мы, к сожалению, утратили. А говорить не научились. И мы очень многие вещи продолжаем не проговаривать. И это часто мешает нам в отношениях, потому что мы хотим, чтобы о наших чувствах и потребностях догадывались. Мы не можем их озвучивать. Но никто не может догадываться о том, чего мы хотим и что мы чувствуем. Это единственная форма, где такого рода отношения существуют, это мама и грудной ребенок, который не может разговаривать. Во всем остальном люди учатся озвучивать свои желания, свои потребности, свои мысли и так далее. Еще один важный момент в контексте семьи, на котором мне бы хотелось сакцентировать, это в принципе трансформация семьи. Семья перестает быть функцией. У нас перестает быть четким распределение ролей, что кто-то добытчик, кто-то хранительница очага там, и так далее. Когда мы теряем вот эту функциональность, нам нужны новые смыслы. Для чего создавать семью и для чего ее сохранять. И вот тут на самом деле мы предстаем перед очень непростыми вопросами. Нам нужно искать на них ответы. Хотелось бы еще, конечно, поговорить про вашу реакцию на тему «супружеский долг», но не буду тревожить ваши незажившие раны. Скажу лишь одно. Умалчивая, закрывая глаза на проблему, мы не достигнем ни счастья, ни хотя бы какого-то эмоционального равновесия в отношениях. Мы так и будем перешептываться о чьей-то трагедии, насилии в отношении детей и женщин, изуродованных судеб людей, которым не с кем было в свое время поговорить, которые боялись общественного осуждения и стали жертвой этих наших социальных табу. Вы ведь никогда не посмотрите им в глаза, и вам не придется утешать их. Они останутся один на один со своей бедой, потому что у нас про это нельзя. Мы идеальны. Просто люди живут сегодняшним днем и не думают о будущем. Biz pek büyük bir жайлық içindemiz, халық olarak bir gaflet içindemiz. Не істейсіңіз біздің зияларымыздан. Идеология. Вопрос идеологии, конечно, обсуждается. Мен о тарафның хиянетлігін білем. Наша интеллигенция не выходит, как мне кажется, из зоны комфорта. Gençlerimizni kaçırdık. Düşünmekten da gayrı fikrini hareketine getirmek. Tamam, şunu da isteyeyim. Faal çalışmasını isteyeyim. Халқмен бақ құрмақ керек. Мне хочется, чтобы не время меняло нас, а мы время.
Личное и семейное – не единственные темы, которые возбудили наше комментаторское сообщество и привлекли интерес наших зрителей. У кого-то поиск ответа на вопрос «почему же молчит интеллигенция?» вызвал раздражение. Кому-то вопрос казался глупым, а мне все же кажется важным. И, видимо, не одной мне. Вот этот комментарий по большому счету является показательным. Мы ждем мессию, личности масштаба Гаспринского и Челебиджихана. Мы в ожидании появления лидеров. Но, вероятно, мало кто из нас задавался вопросом о том, кем были эти исторические личности в свое время. Кем был новатор и реформатор Гаспринский для архаичного и неповоротливого духовенства XIX века. А смелость демократических идей Нумана Челебиджихана, неужели все были готовы к столь кардинальным переменам в жизни народа? Особенно на фоне гражданской войны, разрозненности общества и политических дискуссий о векторе развития крымскотарского народа. Мы так часто апеллируем к политическим идеям и наследию этих персон, но немногие из нас готовы разбираться с контекстом. Политическая традиция и наследие конвертировалась в регулярный вынос портретов авторов национальных идей, лозунгов и цитат. Ничего не напоминает этот транспарантный вайб и портретный марш. Велия Ханым, чем можно объяснить это погружение в прошлое? И можно ли это уже считать уходом от реальности? Каковы последствия отказа от реальности? Мне кажется, что я частично уже ответила на этот вопрос в контексте идеализации. Это, в общем-то, связанных между собой два процесса, потому что наши идеализированные представления о себе не могут существовать в реальности. Им нужны соответствующие декорации. Это как смотреться в кривое зеркало. То есть изображение искажает не только нас, но и то, что вокруг нас. Потеря связи с реальностью — это один из способов справиться с травматическим опытом. Но на самом деле проблема в том, что он неэффективен, потому что зачастую он ведет к конфликту, к рассинхрону с миром и окружающими. И мы, к сожалению, в этой ситуации не готовы взять на себя ответственность за это, и мы стараемся постоянно переложить ее на других. Поэтому я часто говорю, что нам важно калиброваться о реальность, о близких, о культуру, о социум и так далее. Потому что если пропустить реальность, то однажды она очень больно ударит нас по голове. Да, опираться на реалии, а не на фантазии – та еще смелость, а главное – необходимость. Я часто встречаю в ваших комментариях фразу, что каждый должен делать то, что может, там, где может. Правильно, с этим сложно не согласиться. И я точно не скажу, что у нас ничего не делается. Усилиями десятков энтузиастов закрываются проблемы нашей истории и культуры. И в этом смысле мне нравится, что часть этих усилий предлагается нашему обществу в виде современных цифровых продуктов. Популяризируется в интернете, но все же слабо циркулирует и мало артикулируется в обществе. Есть ощущение, что познание как таковое сильно обесценилось у нас. Да, я знаю, вы мне скажете, что все у нас окей, что я преувеличиваю, но каждый раз, когда я вижу проявление тупой силы с участием нашей молодежи, когда два брата бьют друг другу морду, собирая при этом толпы, или, как говорят на дворовом языке, стенка на стенку, я снова и снова расстраиваюсь. Обмельчание. Вот что приходит в этот момент на ум. Маскулинность подменяет всегда ценившееся у нас здравомыслие и достоинство. Мы потихоньку превращаемся в милых аборигенов с забавными традициями, привлекательной внешностью и вкусной кухней. Конечно, я не абсолютизирую. У нас хватает и перспективных, и достойных, но риски оказаться этнической массой слишком велики. Тем более, что практика превращения в нее и очевидна, и заразна. Отсюда и наше желание говорить о интеллигенции и ваша реакция на эту тему. Нам так часто обрубали крылья, расстреливая и уничтожая нашу элиту, что теперь этот интеллектуальный национальный слой предпочитает творить для себя. И иногда нам удается уговорить их поделиться знанием. Мне сложно представить, что было бы с нами, если бы не просветительское движение Исмаила Гаспринского. Родилась бы у нас та самая элита, которая смогла выстроить интеллектуальные мосты между прошлым и настоящим, сохранить исследовательскую, если не традицию, то хотя бы потребность познавать. Не буду называть имен и персонально обращаться к каждому, но, уважаемые интеллектуалы, вам нужно выходить из зоны комфорта, делиться с нами наработанным. Найдите своего коммуникатора с виртуальным миром, предложите свое содержание, а мы найдем лучшую форму вашим изысканиям. Идем дальше.
Мавиле Ханым, мы с вами не раз говорили, что осевым маркером нашей идентичности является трагедия 18 мая 1944 года. Как выстроить эту цепь признаков и поводов считать себя крымско-татаркой или крымским татарином, держа в памяти все и добавлять к этому еще что-то? Как сбалансировать эти эмоции и потребности развития? Депортация, мне кажется, как фактор идентичности будет ослабляться. Трансгенерационная травма, мы знаем, живет 3-4 поколения. Вырастет поколение, которое не застанет ни свидетелей депортации, ни борьбу за восстановление справедливости. И тогда мы только по некоторым поведенческим паттернам будем определять, что это люди, носители травмы, но она уже будет, вероятно, неосознаваемой. И вот тут нам важно подумать, а что же придет на ее смену. Если на этом этапе уже сегодня мы пытаемся продать молодежи изучению родного языка. Это ведь один из важных и ключевых факторов того, что делает народ народом. И мне кажется, что нам не нужно продавать язык. Нам нужно объяснять, что такое субъектность и что означает быть субъектным. И тогда молодежь сама захочет изучать язык, читать крымско-татарскую литературу в первую очередь, изучать, исследовать нашу философскую мысль, трансформировать ее в современный мир. Достаточно будет ли просто случайности рождения, чтобы быть крымским татарином, я не знаю, но мне кажется, нет. Но что именно будет нас определять? Это актуальный вопрос, на который мы должны ответить уже в этом поколении. Конечно же, я не просто так опять завела этот разговор об идентичности. В этом вопросе мы всегда исходим из привычных образов и представлений. И часто густо мы сопротивляемся появлению новых черт, не противоречащих нашей сути, но проявляющиеся другими выразительными средствами, представляющими широту и богатство наших возможностей. «Танец идентичности». Так был назван один из наших выпусков, зацепивших вас своим содержанием. Конечно, тут были и признанные мастера, и новые имена, которые уже оставили свой след на сцене. Но опять же, почему между нашими стройными рядами так часто проскальзывает обесценивание? Почему чей-то безвозмездный труд, собственное увлечение и прикладываемые усилия кому-то хватает наглости назвать пургой? Вот эта небрежная манера брошенного в лицо слова. Да, вы скажете, не обращайте внимания, мало ли ботов и ноунеймов. Нет, я за содержательную дискуссию, а не за базарный треп несостоявшихся людей. Наше пространство переполнено оценками, а стоящих работ так мало. И в этом смысле вдвойне приятно, когда наш танец осторожно играет новациями, новым предложением прочтения. Перформанс, предложенный командой ансамбля «Арикет», это то, о чем вот уже пару лет как говорим. В том числе и здесь, на площадке Меркеза. Они рискнули быть первыми, кто приоткрыл эти шлюзы экспериментов. Наш танец может и должен звучать по-новому. Мы можем и должны оставлять свой современный след на сцене. Хочется верить, что это только начало и старт для других, кто не боится дать новую жизнь традиции и превратить ее в искусство. И тут по логике жанра я должна была бы переключиться на совершенно иную тему, которая вам столь же интересна и зацепила ваш требовательный зрительский взгляд. Но правда, не хочу. Не хочу я больше говорить об этом рекордсмене среди тем, этом бесконечном споре. Речь про споры об этнониме. Больше 30 тысяч просмотров и 600 с лишним комментариев. Тот случай, когда хотелось бы лингвистических и исторических исследований, а не цитат и статистику упоминаний. Ну и, как всегда, господа комментирующие, вот этот ваш жанр дискуссии – особый случай в нашем внутриэтническом диалоге. Остановите этот кадр, задержите его и проникнитесь этим комментом. Впечатлились? И здесь не про предпочтение и выбор, а про логику. Теперь вы понимаете, почему я говорю про обмельчание и просвещение. Почему я так часто обращаюсь к интеллектуальной элите. Потому что в наших представлениях о нашей же истории столько мифов, что мы и сами порой с трудом справляемся. Давайте уже заниматься популяризацией научного знания, а не вот это вот все про Луну. У нас на повестке подмена понятий, связанных с нашей частью истории Орды, которая уже стала объектом новых стереотипов, впрочем, недалеко ушедших от советских. Нам важно разобраться и синхронизировать наши восточную, тюркскую и западную идентичности.
Их значимость одинаково ценна и важна для нас. Ведь что-то нас отличает от остального тюркского мира. История конца XIX и XX веков – явное тому подтверждение. Но все эти потребности в знании о себе мы откладываем, как всегда, на потом. А чем это может обернуться для нас, вы не задумывались? Мавиле Ханум, вы автор важного для нас всех вопроса, который был задан нам всем. Кто я? Почему так важно ответить себе на этот вопрос? Что значит иметь легитимную для всего общества историю своего происхождения? Что нам это даст как обществу, как народу? На самом деле я не являюсь автором вопроса «Кто я?». Это очень популярный вопрос в терапии, но чем он важен для нас? На самом деле вся штука в том, что если мы не ответим на этот вопрос, на него ответят за нас и навяжут нам этот образ. Так было уже много раз. И мы часто через призму этих нарративов себя и видели. Оправдываться, что мы не предатели, доказывать, что мы коренной народ. Из какой внутренней потребности мы это делали и часто продолжаем делать. Для нас важно быть как все, отмечать праздники, которые нам чужды, танцевать танцы не наши, петь песни не наши. Это все можно делать, но только тогда, когда свое не постыдно, не обесценено, известно, прожито. У меня есть ощущение, что мы продолжаем искать метрополию как внешнюю опору, потому что мы не можем опираться на себя. И вот как раз ответ на вопрос «Кто я?», «Какой я?», он рождает фундамент этой внутренней опоры. Тогда никто не сможет диктовать, какими нам быть и как нам жить. А вот следующий текст я должна была бы проговорить на крымско-татарском, чтобы уважить всех рьяных комментаторов, для кого язык – критерий, а не инструмент. Меня вы можете обвинить в чем угодно и сколько угодно, но пора бы и вам посмотреть правде в глаза. Не мы потеряли язык, а вы, дорогое наше старшее поколение. Это вы не говорили дома на родном. Это вы не научили внуков и правнуков. А мы теперь исправляем ваши ошибки. Только теперь это борьба, и мы платим высокую цену и рублем, и нервом, пробивая бюрократические стены. Прекрасный частный садик с милыми детишками, сладко говорящими на родном языке – это не только красивая картинка в социальных сетях. Это еще и бессонные ночи организаторов этих садов и центров, и деньги родителей этих детей. Новое поколение крымских татар, исправляя ошибки прежнего, через стыд и большие финансовые затраты решают проблему, которую могло и не быть. Возьмите на себя эту ответственность и перестаньте клеймить тех, кто, несмотря на ваше осуждение и хейт, стремится к изучению родного языка. И я готова аплодировать стоя Инисе Оджи Булаевой, которая одна из первых говорит об изменении методологии преподавания и билингвального подхода в обучении языку. И это та реальность, которая даст больше результатов, чем ваши стенания. Мавиле Ханум, заканчивая наш разговор, каким бы был ваш портрет крымских татар? На самом деле сложный вопрос, потому что зачем нам создавать портрет крымского татарина, пытаясь загнать нас в рамки? Мы разные. Мы правда разные. И один из признаков субъектности — это признать эту разность. Признать, что мы имеем право на эту разность в первую очередь. Мы сегодня много говорили об идеализации, о потере связи с реальностью и так далее, но мне бы хотелось, об отсутствии субъектности, но мне бы хотелось отметить и то прекрасное, что у нас есть. Мы умеем адаптироваться к реальности. Это значит, что у нас развиты навыки выживания в разных ситуациях. Мы свободолюбивы как народ, мы имеем обостренное чувство справедливости, мы терпеливы, мы трудолюбивы. Но, к сожалению, этого недостаточно. Недостаточно для того, чтобы быть конкурентоспособными в этом мире. А это определяет фактор нашего будущего развития. Поэтому мне кажется, что одна из наших важных потребностей — это не стремление к идеальному «я»,
а попытки раскопать реальное, подлинное «я» и стремиться его реализовать. И этот путь начинается, да, с того самого вопроса, который звучал уже сегодня. Кто я? Какой я? На каждом этапе жизни ответ на этот вопрос будет разным, но он должен все время быть. Он должен расширяться, так же, как и мы. Согласна. Да, мы разные. И очевидно, что публичные реакции, особенно сегодня, не есть характеристика всех нас вместе. Зачастую мы храним молчание, не разбрасываемся словами, но в целом мы очень узнаваемы по нашим предпочтениям. Вас также триггерит социально-политический контекст. Вы также реагируете на узнаваемые лица, по-прежнему ожидая от них готовых решений и трансляции ваших чувств. И несмотря на то, что вы национальной идеей хотите заменить мечту, вы все-таки романтики и идеалисты. Мне хочется верить, что это время накопления. Накопления наших интеллектуальных, эмоциональных, предпринимательских и прочих сил. Тут важно не забывать одну истину, которой с нами поделился Зинур Ходжа Абдураманов. Если вы хотите, чтобы ваш народ был успешным, будьте добрее. Будьте добрее, ведь у нас, кроме нас, никого нет. Чох сагунус, это был проект Меркес, Горушкенджи.